Здравствуйте, меня зовут Тунгушбаев Инсар, я ученик Международной школы города Нур-Султан. Сегодня я расскажу про приложение, которое призвано помочь людям с деменцией, и не только им, но и их родственникам. Ежегодно расходы на уход за больными с деменцией и их лечение составляют $1 триллион. Это больше, чем глобальные затраты на все остальные фармацевтические средства вместе взятые. С учетом старения населения, поиск инновационных подходов к лечению этого заболевания становится одной из актуальнейших задач человечества. К развитию деменции приводят различные болезни и травмы, которые в первую или вторую очередь вызывают повреждение мозга, такие болезни, как Альцгеймера или инсульт. Деменция является одной из основных причин инвалидности и зависимости среди пожилых людей во всем мире. В Казахстане зарегистрировано 10 тысяч людей с деменцией. Во всем мире насчитывается около 50 миллионов людей с деменцией. Ежегодно регистрируется 8 миллионов новых случаев деменции. Число людей с деменцией увеличится до 132 миллионов к 2050 году. Почему я выбрал данный проект? Деменция – это одно из самых распространенных заболеваний среди пожилых людей и одно из самых серьезных, ведь это нарушение работы мозга. Чтобы проще было жить с такой проблемой, я решил создать специальную программу. В Казахстане нет специализированных домов для людей с деменцией. Люди с болезнью Альцгеймера могут рассчитывать только на интернат для психических больных. Есть другой вариант, когда дети больного сами ухаживают за своими престарелыми родителями. Но, во-первых, это сказывается на материальном положении семьи, во-вторых, на их психическом здоровье. Члены семьи, в которой живет больной человек, подвержены зависимости, эмоциональному выгоранию. По данным экспертов, в странах с высоким уровнем доходов рост заболеваемости с 2015 до 2050 года достигнет 116%, а в странах со средним и низким уровнем доходов населения до 260%. Казахстан как раз относится ко второй категории стран, и такой прогноз можно считать критичным. Моя тема проекта – это предотвращение и восстановление способностей во время деменции с помощью приложений. Цель – создать приложение для предотвращения и восстановления способностей во время деменции. Я провел опрос, и в результате 40% людей не знают, что такое деменция. 90% не знают, как предотвратить деменцию. И 50% не знают последствий деменции. Ранние симптомы включают в себя ухудшение памяти и мыслительных способностей, которые замечают, как правило, только сами пациенты. Позднее проявляются когнитивные проблемы, изменения в поведении, которые впоследствии приводят к инвалидности. Люди теряют способность самостоятельно обслуживать себя и часто бывают вынуждены переехать в дорогостоящие дома для пожилых. К другим симптомам можно отнести трудности в общении, нарушение ориентации, трудности в распознавании речи. На этом слайде я указал все 3 стадии деменции. Теперь прошу обратить внимание на мой продукт. После скачивания приложения мы видим «Привет, сайт Vitality» со слоганом и фразой от Кирфила. После пользователь переходит на страницу регистрации аккаунта. После успешной регистрации и входа пользователь направляет на страницу, где спрашивает, какое настроение у пользователя. Все это нужно для статистики. В этом приложении показываются все напоминания пользователя, показывается статистика пользователя, а именно прогресс по когнитивным способностям. Это самая интересная страница, где можно заняться медитацией. Здесь хранится вся информация о пользователе. Также я решил создать игры с разными уровнями для улучшения когнитивных способностей людей с деменцией. Эта страница предназначена для записи принимаемых лекарств с описанием. Это помогает пользователям регулярно принимать лекарства. Разработка Android-приложения находится в процессе, и по этим картинкам можете увидеть первые этапы моей разработки. Моим следующим шагом будет это расширить проект, улучшив функции своего приложения, а также создав программное обеспечение на основе искусственного интеллекта для быстрой диагностики шизофрении и Альцгеймера, а также в планах создать организацию по помощи людям с деменцией. Проблема заключается в том, что в системе здравоохранения отсутствует обязательная ранняя диагностика болезни Альцгеймера в районных поликлиниках. Спасибо за внимание.